Приветствуем всех по ту сторону экрана. Очень рады нашей дистанционной встрече. А в эфире детская информационная служба «Гора новостей». И прямо по курсу только самые нужные новости, с которыми тебя познакомим мы, Аня Шакова и Никита Гуров. И, кстати, наши корреспонденты снимают максимально крутые сюжеты, не выходя из дома. Сегодня в выпуске: что такое фронтовой альбом? Как в этом году пройдет акция «Бессмертный полк»? В какой школе Уфы целый музей ждет скорейшего открытия? И почему знать историю реально надо? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре уже 6 мая. Не за горами День Победы, который мы впервые проведем в таком необычном формате. И мероприятия запланированы под стать. Музей истории города Уфы объявил о начале новой онлайн-акции «Свеча памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мне кажется, многие телезрители захотят принять участие, потому что в мае очень много выходных дней, а значит, есть свободное время. В канун праздника нам предлагается в соцсетях разместить видео, на которых мы будем зачитывать воспоминания очевидцев. Это могут быть дневники, либо же фронтовые письма. Очень здорово, что можно именно зачитать, а не учить это все наизусть. К акции уже присоединились многие известные журналисты и деятели культуры. Также приветствуется, чтобы в кадре была горящая свеча. И обязательно, когда выкладываете свои материалы, добавляйте хэштег «Свеча памяти музея Уфы». А прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет про акцию, которая пройдет по всей стране. Мы собираем постеры с супергероями, вешаем в комнату фотографии своих любимых исполнителей, но порой упускаем из виду тех, кто действительно достоин вечной памяти. В этом году мы отмечаем юбилей Великой Победы. В стране запустили масштабный фотопроект. В интернете существует ресурс, куда вы можете загружать фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мне кажется, что проект «Фронтовой альбом» хорош тем, что он делается для того, чтобы вспомнить, что было в те времена и для чего он нужен. Это для того, чтобы понять, что люди участвовали в войне и то, что они дали нам дальше будущее и дали нам жизнь в нормальном и хорошем мире. Благодаря настраиваемой сортировке фронтовой альбом позволит адаптировать ленту фотографий под свои предпочтения. Проект «Фронтовой альбом» позволяет увидеть объемы, насколько много людей было задействовано в Великой Отечественной войне. Также это отличная память о своих предках, о своих дедах, бабушках и прабабушках и прадедушках. Я обязательно буду участвовать в этом проекте. У меня есть прадедушка, который работал на заводе в тылу во время Великой Отечественной войны и делал двигатели для самолетов. Все добавленные на сайт истории можно увидеть на интерактивной карте. Собранные нами данные о фронтовиках сберегут их в памяти для последующих поколений в современном формате. Фронтовой альбом показывает Великую Отечественную войну через судьбы людей. Маргарита Вахитова, Рамазан Мусин, специально для «Горы новостей». Маргарита, спасибо! В преддверии такого важного дня для нашей страны в интернете можно найти очень много всего интересного. Например, Республиканский центр народного творчества предлагает принять участие в акции «Война в истории моей семьи». Уверен, что не все подростки в деталях знают о своих воевавших родственниках. Пришло время восполнить пробелы. Для того, чтобы принять участие в акции, вам нужно в социальные сети выложить ролик, где вы рассказываете об истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны. Будет еще круче, если вы сможете прикрепить какие-нибудь фотографии. У меня теперь столько всего запланировано на эти выходные дни. Если вы боитесь, что не успеете, ведь столько всего нужно записать, то не переживайте. Ролики можно отправить до 20 мая. Самое главное, не забыть про хэштег «Война в истории моей семьи».
Ну а теперь посмотрим «Бессмертный полк» в новом формате. Точнее, как он будет проходить. День Победы не за горами. В этом году мы празднуем юбилей. Ровно 75 лет прошло с того момента, как наша страна одержала верх над фашистами. Были запланированы грандиозные мероприятия, но все пришлось отменять. Шествие Бессмертного полка не отменено совсем. Оно переносится. А вот акция приобретает виртуальный характер. Мы все готовились к народному шествию «Бессмертный полк». Так как оно переносится, призываю всех принять участие в онлайн-формате. Для этого нужно зайти на сайт Бессмертного полка, зарегистрироваться и рассказать о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне. На официальном ресурсе акции можно оставить информацию о своих родственниках, проявить активность и внести лепту в историю. В связи со сложившейся ситуацией в стране из-за коронавируса, к сожалению, мы не можем посещать наших ветеранов для того, чтобы обезопасить их. Поэтому мы поздравляем их с наступающим Днем Победы по телефону и надеемся, что их родственники также ответственно отнесутся к данной ситуации и будут поздравлять их по телефону, а не лично. Но когда ситуация в стране улучшится, мы обязательно посетим каждого из них. А еще для всех патриотов есть альтернатива. На 9 мая выйти на балкон с портретом своего воевавшего родственника или выставить на окно фотографии участников Великой Отечественной войны. Некий своеобразный флешмоб. По телевизору и радио во время акции будет звучать легендарная песня «День Победы». Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Наши прадеды сражались без устали, не жалея себя. Нам есть у кого учиться отваге и терпению. Зарина Адиатуллина специально для Горы новостей. Зарина, спасибо! Зато в этом году такой огромный цифровой исторический архив создается. Да, вот когда мы сели заполнять досье на подобных сайтах. Самое время именно сейчас. Кстати, собирать архив событий прошлых лет начали активно еще в прошлом году. Если бы мне полгода назад сказали, что самое лучшее решение в День Победы – это остаться дома, перед телевизором, я бы решила, что это розыгрыш. Но нет, удивительное рядом. 9 мая – это знаковый день для нашей страны. Поэтому, несмотря ни на что, нужно почтить память героев, благодаря которым наша страна вышла из Великой Отечественной войны с победой. В этот день по ТВ ожидается очень мощная программа. Предлагаю вспомнить о документальном фильме детско-юношеского телеканала «Тамыр» «Истории Победы». Здравствуйте, я Руслан. Я пришел снять интервью. Здравствуй, сынок. Проходи, раздевайся. Съемки проходили очень живо. Творческая группа побывала в гостях у самых активных ветеранов Великой Отечественной войны в разных районах и городах Башкортостана. Всем им, внимание, далеко за 90 лет. Мы снимали год назад интервью с ветераном, и я как человек, который интересуется историей, мне было очень интересно спросить у него всякие свои личные вопросы, потому что когда ты изучаешь историю, у тебя всегда возникают какие-то вопросы, почему то событие произошло именно в этот момент. Благодаря республиканской акции «Истории Победы» школьники Башкортостана формируют видеоархив интервью с ветеранами. Технологии и техника на сегодняшний день имеют колоссальные возможности. Осталось нам не отставать. На протяжении всего года волонтеры Победы встречались с участниками Великой Отечественной войны, которые проживают в Республике Башкортостан, а также за ее пределами. Подготовили материал для издания юбилейной книги, которая называется «Лица Победы», которая совсем скоро уже появится на свет. И безвозмездно эти книги волонтеры Победы будут вручать ветеранам Великой Отечественной войны. В этом году у волонтеров Победы были огромные планы. Но, к сожалению, все пошло не по сценарию. Выпуск книги переносится на осень. В этом издании они собрали интервью и фотографии ветеранов.
Уважаемая Нина Захаровна, от лица молодежи Республики Башкортостан я хочу поздравить вас с наступающим Днем Победы. Пожелать вам счастья, здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа. Спасибо вам за мирное небо над головой. Да, мы обязательно придем к вам, когда ситуация с вирусом улучшится. Еще раз с Днем Победы. До свидания. В этом году проведем этот праздник дома. Позаботимся о ветеранах таким своеобразным способом. И хоть торжество пройдет у всех весьма скромно, это вовсе не означает, что гордость за нашу страну с годами становится меньше. Это значит, что в нужный момент мы можем мобилизоваться в любой ситуации. Кирилл Ванюшкин специально для Горы новостей. Обязательно побываем на презентации этой книги. Тем более, что в ней добавилось столько всего. Порой к сбору информации подходят очень самоотверженно. Вон наш корреспондент Элли еще до режима самоизоляции рассказала про очень крутой школьный музей. Да, и думаю, что стоит напомнить, что сейчас музей стоит закрытый из-за режима самоизоляции и ждет своего часа. Поэтому давайте переместимся в гимназию номер 39. Во всех школах есть дополнительные занятия, библиотеки, спортзалы, но хоть раз вы видели, что был целый музей, посвященный славе родственникам учащихся. Здесь выпускают сборники с самыми героическими историями. Музей основан в 39-й гимназии в 1976 году. Еще благодаря первому директору в учебный процесс ввели краеведчество. Расскажи про свои находки. В 2015 году я был в Псковской области, и во время этих раскопок мы вместе с моим отцом, его другом и профессиональным искателем под землей нашли часть танковой гусеницы, лопатку и часть авиабомбы. С 5 по 11 класс ученики 39-й школы входят в совет музея, проводят экскурсии, оформляют стенды, плакаты, работают в архиве. Мы готовим к выпуску сборник «Помним, гордимся чем». Это уже третья часть. Там собраны рассказы учащихся, учителей про своих дедушек, прадедушек, прабабушек. Главная фишка нашего музея это в том, что мы можем по биографии наших родственников, учащихся, проследить историю всего 20 века. Изучение истории своей семьи дает возможность родственникам учеников укрепить отношения со школой. Это положительно сказывается на развитии гимназии, она вошла в рейтинг 500 лучших школ России. Возникло ли у вас желание узнать о своей семье, как об участниках войны, намного больше? Это ведь такая история. Проверьте, вдруг в вашей школе есть подобные места, потому что сохранить воспоминания – это очень важно. Эля Власенко, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей. Надеюсь, мы зарядили вас патриотизмом. Но на этом пока что все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Аня Ушакова и Никита Гуров. Будь на вершине событий и оставайся дома. С наступающим праздником! С Днем Победы!